я как специалист по вопросам бюджетной прозрачности вполне ответственно заявляю, что предложение уважаемого господина депутата, Бакытжан Алексеевич, можно чуть ближе? Ага. оно с точки зрения здравого смысла нужно Министерству финансов самому в первую очередь. Я сам работал в Министерстве финансов 9 лет, и вот эта работа в режиме ошпаренной кошки, когда в сентябре, да, вы пытаетесь несколько документов впихнуть в Джуркинеш, она создает турбулентность в самом Министерстве финансов. Поэтому здесь вообще разумные вещи предлагаются, тем более, что приведен в пример еще международный опыт. Более того, давайте смотреть на фактическую ситуацию. АЭС «Казна» работает давно уже. Де-факто 31 декабря все транзакции банковские закрываются в Министерстве финансов. Ладно, примем во внимание зарубежные учреждения, пускай еще 2 недели они что-то там дают, информацию. Ладно, примем то, что отчеты в налоговую там сдаются там, к середине месяца следующего, но до 1 марта подготовить отчеты вполне разумный срок. Дополнительные аргументы. В прошлом году, в августе месяце, было принято положение о мониторинге исполнения бюджета. Казначейство готовило, приказ министра есть. На ежемесячной основе все отраслевые учреждения отчитываются в Минфин. И эти отчеты должны на ежемесячной основе формироваться. То есть, как минимум, у вас всегда есть оперативная отчетность, в которой потом собирается годовая отчетность. Более того, было согласование положения о мониторинге исполнения бюджета в программном формате на полугодовой основе. То есть в этом году мы посмотрим, там, насколько помню, вроде 1 месяц был после истечения отчетного периода. То есть проходит полгода, значит, к августу имеем отчет, проходит вторые полгода, значит, к концу января имеем отчеты. Да? Уже получается, помимо цифр, у нас появляются еще аналитические данные. Ну в чем необходимость двигать это все до сентября месяца? Мне не понимаю. Ну в смысле до середины мая месяца, а потом еще счетная палата там все лето сидит. В Минфине в этих бумажках ковыряется. На самом деле я согласен, что в электронном виде надо уже заранее проверять. На самом деле, как вот в той же банковской системе. Там внешний аудитор каждый месяц практически смотрит, что происходит в банке. Почему нельзя это делать в счетной палате тоже заранее? Потому что все транзакции в принципе им видны. Более того, мы даже это видим через портал «Открытый бюджет». То есть в частности, какое-нибудь ведомство взять, мы можем его мониторить, отслеживая все транзакции, которые проходят через этот портал, в который данные поступают из АЭС «Казна». Ну, кроме там этих ведомств, которые вы почему-то секретите, как оборону, там, ГКНБ и прочее, хотя по закону не должны секретить. Вот. Ну и, в принципе, я думаю, это все можно делать в те сроки, которые предложил господин депутат. Нету никаких проблем ни вам, ни ФОМСу, ни соцфонду уложиться в эти сроки и сделать эти отчеты. Более того, счетная палата, в принципе, будет иметь достаточно времени, чтобы до выхода на каникул депутатов передать это в Джуркинеш, Джуркинеш рассмотрит, утвердит. И проект бюджета будет рассматриваться совершенно спокойно уже осенью. Более того, у меня дополнительное предложение, чтобы сократить нагрузку, опять же, на тех же депутатов, потому что у нас есть так называемый реестр капитальных вложений. Почему он идет отдельно от закона о республиканском бюджете, мне совершенно непонятно. Мы давно по этому поводу полемизируем с Минфином. Это часть бюджетного документа должно быть. Это должно быть одно из приложений закона о проекте о республиканском бюджете. Вот самим законом передавайте этот реестр капвложений, и спокойно вы можете его формировать. Тем более, что вы положение сформировали о оценке и включении в этот реестр этих проектов по капвложениям. Это можно сделать спокойно до середины лета. В августе вы его включили внутрь документа, и отдельным приложением он там сидит. И депутаты получают в сентябре месяце. Поэтому я предлагаю в статью 29 по капитальному вложению все-таки внести, что это должно быть часть этого проекта бюджета и к отдельным приложениям идти. Более того, по изменениям, внесению изменений в проект, в бюджет, да, 2 раза имеет право Министерство финансов. Согласен, ну, правительство. Согласен, пускай будет 2 раза, в международной практике это есть. Очень разумные сроки предложил господин депутат. Но я предлагаю еще добавить одни вещи, потому что в международной практике, специально даже говорится в законодательстве в некоторых странах, что только в случае существенных макроэкономических изменений, а не просто так, чтобы узаконить те бюджетные передвижки, которые вы сделали в течение года. Вы потом просто зачищаете, используя депутатов, фактически произведенные расходы. Это нарушение закона. Должен быть закон, вы по нему движетесь полгода. Прошло полгода, оценили. Инфляция выросла на 5%. У вас расходы должны подрасти. Естественно, вы просите депутата, давайте закон поменяем, чтобы по закону мы дальше расходы производить. Или вдруг ситуация такая, что доходы резко выросли на 5%. Такое тоже бывало в нашей истории. Соответственно, вы говорите, мы можем увеличить расходы, давайте обсудим, господа депутаты.
И поэтому предлагается, что внести такой вот, в пункт 4 статьи 115 добавку в пункт 4. При наличии существенных макроэкономических событий, в скобочках рост инфляции более чем на 5%, или рост доходов бюджета более чем на 5%, нормативно-правовой акт о бюджете в течение бюджетного года могут вноситься изменения не более 2 раз. Иначе получается это просто, либо Минфин не хочет заниматься качественным прогнозом, а потом просто подгоняет к концу года, использует Джуркиниш для этого, либо это просто зачистка тех движек, которые вне рамок закона были сделаны. Поэтому давайте все-таки упорядочивать процесс. Спасибо за внимание. Бахтин Ильич, огромное спасибо вам. Очень хорошие комментарии дали. Я думаю, что очень доходчивые комментарии. Особенно вот в части капвложения вы, в принципе, давали нам письменное свое предложение. Вот особенно и в части, когда если доходная часть увеличивается, естественно, мы можем вносить изменения. Если ничего нет увеличения, мы вносим. Зачем вносить изменения? Если на те уже деньги распределены, значит, мы должны еще на те, которые деньги нет, мы вносим в расходную часть изменения. Это абсурдное явление, от этого надо отходить. И то, что вы говорите, что вот в качестве того, что сроки разумные, спасибо за эту поддержку. Я думаю, что это, наверное, вот гражданский сектор, уважаемые коллеги, больше видит вот эти вот моменты. Вот они, так же, как, наверное, как я и депутат, вижу вот эти вот, то, что мы некачественно работаем. Это все приведет к той качественной работе, о которой мы так нуждаемся сегодня. Я говорю, уважаемые коллеги, уважаемые правительственные структуры, я сам работал в правительстве, я понимаю, иногда тяжело бывает, но поймите правильно, это все должно идти на то, чтобы мы изменили принципы работы. Вот когда, еще раз хочу подчеркнуть, когда будет, опять-таки, придем к автоматизированности, а когда мы будем видеть мгновенное решение этих вопросов, информацию, не будет необходимости ходить вот с целыми бумагами. Счетная палата будет вовремя качественную работу делать. Мы из года в год не будем повторять одни и те же ошибки, которые повторяем. Мы уже привыкли. Вот, допустим, не знаю, как другие коллеги мои, я привык к этим ошибкам. Вот я их вам же на слайде вот показал. Одно и то же пишет счетная палата. Одно и то же почти. Но это не исполняется.